Во время командировки в Усмайский район мы познакомились с одним очень замечательным человеком, который живет в селе Петропавловск. Это Николай Васильевич Николаев. Придя к нему в гости, мы сразу заметили, что и двор, и дом находятся в образцовом порядке, поражают чистотой и ухоженностью. Каждая вещь на своем месте. В общем, во всем видна умелая хозяйская рука. Но самое интересное в этом дворе то, что здесь находится личный музей, который Николай Васильевич сам и создал. Он собрал и собирает различные экспонаты по истории своего родного края. Этот музей теперь является достопримечательностью Петропавловска. Его посещают и местные жители, и приезжие люди. Попал в школу. Меня Альбина Михайловна предложила, как раз агрошкола образовалась, и у них программа была. То есть там нужны были руководители шахмат, то есть учитель по шахматам, который логику развивает. Все классы должны были заниматься шахматами. И вот я стал учителем по шахматам. Я проработал в школе 4 года. Вот. Когда в зимнее время я преподавал, и отрывался на охоту, выезжал. Ну, это у меня как такое свободное было. Потому что у агрошколы не только были занятия по шахматам, там было даже преподавание по охот. То есть и охотник один тоже там преподавал. То есть дети, которые у охотников, которые они заинтересованы, они тоже занимались. Короче говоря, в летнее время для школьников делались маршруты. Ну, то есть по историческим местам, по старым заброшенным деревням. И вот я тоже предложил, ну, еще в школе, еще школа занималась крестьянскими занятиями. То есть у них был участок на Ильгае, в свое время у меня брат тоже всю жизнь овощевод. И он перебрался, крестьянское хозяйство они образовали с родственниками. Ну, я там тоже помогал. На Ильгае. И туда ребят каждый год вывозили. То есть это была настоящая там работа крестьянская. Вот я на этих работах... Работа, что они там выращивали? Выращивали все. То есть начиная от картошки, капуста, мелочь. И потом участвовали среди усьмайских тоже таких же детей в конкурсе. Но это тоже там большая программа была. У каждой школы были свои земли. То есть. И что потом туда выезжали? Да, я выезжал и был руководителем у детей. То есть после один раз я предложил сходить по историческим местам села Троицк. То есть я предварительно со своим племянником обошел большой участок, чтобы интересно для детей было. И до экзаменов после школы, то есть это экзамены в июне, ну, выпускной пораньше, поэтому всех взрослых учеников собрали и с учителями вместе, и там у каждого доклады были по истории, по растениям, то есть такой маршрут полезный с детьми. И вот этот маршрут мы обошли, и в конце маршрута у меня был, у нас тут есть такой участок, где в Троицке раньше, когда мы маленькие были, находили палеонтологические кости, ну то есть древних животных. И вот я решил попробовать на конце этого маршрута вывести детей и попробовать найти эти артефакты. И сразу вышли, и сразу буквально почти каждый ребенок нашел вот артефакты. Например, кости от мамонта, ну, да, кости там от бизона, кости, например, от носорога, от древней лошади. И они все там были, такие кости. Да, они там есть. То есть они, у нас-то был ограниченный маршрут, мы, то есть, один день у нас было. Вот. И мы нашли, то есть мы нашли конкретно артефакты и зафиксировали их. Даже у нас
был такое мероприятие, что мы, например, обследовали озера, ну, дети, которые, ну, то есть они по группам были разбиты. Кто по истории занимался, кто растениями, и кто экологией занимался. Вот кто экологией занимался, они брали анализы с озер, например, да, воду брали на пробы там, да, и вот не просто на пробы, а с такой целью, например. Вот у нас охотники охотятся и используют свинцовый дроб. А это же долгое время, озера-то. И то есть, как вот влияет дроб на воду, даже такой был проведен анализ. Там место такое было, что половодье размывает берег. И вот оттуда выходят эти кости, которые никто не видит, он не замечает. Может, видит, не замечает. А я еду, снимаю это. И мне до такой степени интересно, я вот просто туда проникаюсь, как будто я в древний мир попал. Там даже запах такой, ну вот, что непривычный. То есть, ну, там из-под льда там идет, капает все. Он же потом летом обрушается все. Из-за тепла все это обрушается и закрывается. Все это. Понятно. И До следующего лета. Вот в этом леднике что-нибудь нашли? Вот Конечно, вот считай, вот сейчас 500, если у меня костей вот этих, то каждый раз даже такую маленькую косточку найдешь, уже считаешь это для себя достижением. И я вот время от времени, например, туда обязательно выезжаю. Есть свободное время, я выезжаю там на комары, сам самостоятельно, и хожу. У меня такие щупы специальные железные, и я тыкаю, проверяю. Некоторые на поверхности лежат, некоторые прямо в воде. Я там брожу, хожу, смотрю. То есть каждую косточку то есть уже я издалека даже вижу. Если там лежит косточка какая-то маленькая, я уже сразу определяю, что вот это артефакт. Я подъезжаю и беру, или иногда просто маршрут у меня такой постоянный. Хожу, все обследую, хожу самостоятельно. какие выводы вы можете сделать на основе вот этих найденных костей? Какие животные водились тогда в этих краях? Ну, то есть все, которые вот сейчас открывают там на севере, то есть все животные, которые, у меня даже книга есть доисторическая, ну, то есть выпущенная, я с этим согласую и показываю, что это я не просто от себя их сделал, из дерева там вырезал. Вот я книгу показываю, вот столько-то лет эти животные водили, 150 тысяч лет, например. И Даже на вашей земле, вот на вашей Да, да, на нашей земле именно. И не только артефакты вот животных вот этих древних. Ну, я даже нашел орудие древнего человека, я и показываю, и рассказываю, как этими даже орудиями пользовались, как их изготовляли. И даже вот этот, у нас же сейчас информации много, и по телевизору везде рассказывают, там выступают, и вот даже повара, например, использовали древний ножик, и он также режет мясо, как обыкновенный ножик. Понимаете, я вот такие выискиваю случаи, вот это, связываю вот это все и рассказываю детям. А какие которые орудия были. труда вот вы Например, нашли? ножик, Ножик. долото есть, скребок есть, даже стрела, например, наконечник стрелы. Вот такие. Какой он наконечник? Наконечник стрелы, он белого цвета, то есть вот этот у нас Железный? нет, из камня. Мгм. То есть вот этот кварцит, который вот так раскалывает, он откалывается и сразу острый делается. И вот он поломанный, хотя, ну, и даже он здесь не водится, вот этот. Как он сюда попал? Ну, то есть где-то оттуда его принесло, может, оттуда, с верховой Халдана, потому что это на берегу, в песке я нашел. Вот, и, ну, она стрела, потому что у меня была малая академия, подарила мне определитель, ну, вот по этим костям. Мгм. Так, хорошо, орудие труда нашли. Да. Что еще интересного вы дальше нашли? Я всем горжусь. Я как сделал еще? Мне стало интересно, вот и не то, что интересно, а вот стыдно и, как сказать, уходящая вот эта история наша простая. И я совместил музей палеонтологии с историческими фактами. И я сам стал собирать вот эти все. То есть история у меня вот эта простая наша история, которая вещей вот этих, да, и с палеонтологией. Просто у меня место не позволяет. То есть вот это место у меня совмещен Вот с историческим. какие вещи исторические у вас? Почему я сам нахожу? То есть у нас же деревни, аласы, деревни, у нас же много деревень, которые ликвидировались, аласы заброшенные, понимаете, люди все бросили там и ушли. Вот я хожу, например, по аласам, по этим,
и там нахожу. Ну что конкретно вы находите? Ну, ножи, там разные древние черепки, например, тоже вот, которые были раньше. Привозили купцы, которые, например, для людей раньше. Раньше же обменивали пушнину, например, купцы приезжали. И они вот привозили. Барана это вот местные, да, плуг, барана, это все у людей бросово лежит, да, в этих. Поэтому вот, например, который вот это, например, в деревнях, которые вот утварь, она железная, например, когда уже стала промышленность, ну, то есть привозное, вот эти остаются. А вот которые, например, у нас была же, садили рожь, там, то есть сами хлеб выращивали, потом кушали. То есть мельницы были, мельницы из камней состоят, сооружения большие, технологии. Жернова, это они большие жернова, то есть по 400 килограмм каждый круг, да. И это такое сооружение, которое вот сейчас оно ушло уже, его не восстановишь. А у меня отец в свое время, он сделал макет. Это вот у нас, например, в Петропавловске было 2 больших мельницы. Кроме больших мельниц, которые вот у нас ветра нету, но у нас специально на мельнице большой круг такой, чтобы вертеть эти жернова, и там кони ходили, такой полунаклонный круг. И вот этот макет, то есть мы же это не видели, а все это разрушилось, и макет мельницы большой у меня отец сделал. А я в свое время молодой был, вот этот, он внукам сделал, а они все сломали, понимаете? И сейчас только можно восстановить по памяти, что вот этот макет, или, например, построить эту мельницу, как большой экспонат, и там показывать людям-то. А у меня только часть вот этой вот жернова, например, вот этот штырь, который вот, ну там запчасти от этой мельницы. Но все равно я показываю, откуда эти жернова появились, откуда их привезли, где их делали. Понимаете, их же здесь не на месте делали, потому что там в этих каменных кругах вот используют... Откуда же их привезли? Да, Откуда их привезли? их привезли, например, вот у нас песчаник водится только на Аяе. По Мае это есть такая речка Аяя. И вот там этот песчаные камни там только водятся. Их там делали вот мастера, видать, и венки делали эти круги, потому что заказывали. Видать, русские заказывали им. Они вот их изготовляли или туда, потому что они обделаны железом. То есть, значит, кузнецы там работали, когда обчесывали камень. Этот камень же сделать нужно без трещинки, без ничего. То есть 3 сорта камня. Антрацит нужен, известняк, ну известняк у нас здесь, и вот этот песчаник. 3 вида камня. И вот их потом на плотах уже по заказу приплавляли на место, да. И уже здесь мастера восстанавливали, вот эти мельницы делали. Так, ну мельницы были. Еще какие интересные экспонаты у вас есть? Ну, Вот которые вам очень дороги, скажем. Вот с чего ваш музей? ну вот, например, экспонаты такие, например, вот я, например, в свое время, когда на охоте был, у нас же охотник самая древняя профессия, да? Вот мы какой-то участок занимаем после того, как оттуда ушли предыдущие охотники, да, или там жили люди. А они что-то оставляют, даже прячут, даже закапывают, ну, как клады, да? И вот я нахожу вот эти даже, называется, схроны. Ну, мы называем их, например, лабаз, да, если наверху, ну и внизу раньше тоже, ну и на низу тоже лабаз называется, да. А они делали схроны, например, ну, что-то им тоже дорого было, они запрятали, никому передать нельзя, они лучше в землю закопают, да, чем так оставят, правильно, потому что ценные вещи. Вот, и в тайге сначала ты придешь вот на участок, например, да, он для тебя кажется неисследованным, и никто на нем не жил. А когда начинаешь на нем жить и что-нибудь находить, и даже потом ощущаешь, вот, ходишь по тайге и ощущаешь, что вот на тебя как будто сваливается посторонний взгляд людей. То есть, как будто они тут присутствуют вот сейчас. То есть, ихний дух остается там. А особенно, когда вот найдешь алаз, да, древнего человека, вот, например, у нас Убай был такой старик, Афанасьев, в свое время, когда люди стекались в тайги, да, а старые люди тоже не хотели уходить оттуда. Они признавали только ту жизнь, которую им была свойственна. И они не выходили в цивилизацию, они так и там помирали.
И вот этот Убай человек, он так и умер. Он до такой степени состарился, что вот он на ветке, ему же нужно кормиться. Хотя его семья, внуки уже здесь Петропавловске были. Вот, например, его внучка есть, Агафья Афанасьевна, вот Лидия Гавриловна знает. Вот это ее внучка вот этого Убая. Да, и Убай потом до такой степени состарился, что ему нужно было кормиться, сети ставить там на Алдане. И он на ветке ездил, и он уже слабый стал. И вот он на ветке засыпает так, спит маленько, сердце, чтобы у него отдохнуло. Потом раз просыпается и опять. Ветка это лодка. Ветка это лодка такая, да, маленькая. Или оморочка называется, или долбленка называется. У всех народов по-разному. И берестянка. И вот он уже потом ездил, и вот так заснул, перевернулся и все, утонул. А лаз, например, где он жил. А раньше как люди жили? Были летники и зимники. То есть, когда летом, то они на летники перебирались. То есть, где трава, нужно косить, а зимой к реке. То есть, уже все заготовлено, и только жили там, обслуживали своих коров, все, хозяйство. И вот даже приходишь на этот Алаз, который вот уже зарос, там пожары были, и вот даже там остовы, срубы видишь, даже это для тебя ценно, там ямки, и вот там роешь, что-то думаешь найти, там даже хоть вот такую вот палочку найдешь, вот как я от своего деда нашел на заимке. От деда ничего не осталось, ни вещей, ни обуви, ничего не осталось. Например, я дверь нашел с ручкой, и то меня трясло, что дверь, вот сейчас в музее оно есть, дверь примитивная, доска, которая сгнившая, и дверь, ручка железная, вот, от деда осталась. А дом наш уже вот стариков разобрали, на наш участок пришел другой Иванов, и дом разобрал старый, хотя он на фотографиях остался. Мы же в Троицке потом сюда переехали. Вот так все находишь, и над каждой вещью история. Короче, над каждой вещью история. Я нашел острогу, настоящую острогу, которую колят рыб больших. Да, копье такое. Сплавляются, делают огонь и лучат. То есть называется лучение. Да? А раньше вот на нос делали костерок такой, и вот ездили, и остроги такие были. Они вот прямо кованые, не так, как сейчас сделают из проволоки, сделают чуть-чуть вилку и примитивная. А там вот такая вещь, она из поколения в поколение передавалась. То есть я вот эту нашел острогу, а потом мне рассказывает Лобанова, вот это, она вот в прошлом году умерла. Вот год прошел как раз, Лобанова. Ей 88 лет было. И она рассказывает, какие рыбы были. Вот в Троицке водились. И какие водились? Вот водились, наверное, таймени. До такой степени большие, вот она рассказывает. Ей 4 года было в свое время. Вот переметы были вот такие. Переметы. Тоже вот у меня есть перемет. Я вот не дорассказал. Короче, поехали перемет проверять. И там таймень. Они его вытащить не могли. 3 мужиков. И вот этот таймень приплавил ихнюю лодку с Троицка до Петропавловска. Приволок. И они лодку причалили, вытащили на берег этого тайменя и кувалдой убили только на берегу. Вот какие рыбы были. Огромные. То есть это вот все с одной со острогой. Вот это все я рассказываю, когда в музей меня приходит. Я как только меня спросят, вот острога, они же дети как, не понимают. Острога да острога, вилка да вилка. А когда расскажешь вот эту историю, про эту вилку, про рыбу, как это все связано с этим, вот эта вещь, да, она поневоле дорогая становится, например. Или вот, например, вот перемет, да, я вот не дорассказал. И вот я нашел схрон. То есть лабаз, бочка была закопана, вот, в землю, да. Я откопал бочку, гляжу, там порох, там патроны от Тозовки. И там перемет. То есть перемет, он же из простых ниток состоит, все сгнило, а берестяные наплава остались. И как в них там сделаны нитки, как крючки подвязывались, все это осталось. То есть веревка вся сгнившая, трухлявая стала. А представляете, переметы какие были? 250 крючков. Вот переметы какие ставили. А их вот так лучом ставили. Потому что раньше же люди кормились, и никто не запрещал ставить. Все, кто мог, тот ставил. Он и не только себя кормил, других кормил. Вот эти поплавки
и все лежит у меня тоже в музее. И вот я рассказываю. Они-то, дети-то или даже взрослые уже не знают, не только не читали, даже и нигде не написано это. И вот все это, у меня вот такие вещи, да, они вот очень интересны. О своих чудесных находках, о своем музее Николай Васильевич может рассказывать часами, и слушаешь его с раскрытым ртом. Но у Николая Васильевича есть еще одна страсть, и, пожалуй, главная. Это охота, одна из древнейших занятий мужчин. Как только выпадает снег, его трудно застать в селе. Он уходит в лес и находится там подолгу. Одиночество в тайге располагает к размышлениям, раздумьям. В тишине и безмолвии сами собой складываются поэтические строчки. Да, вот такой он, духовно богатый человек Николай Васильевич Николаев. И нам повезло, что мы застали его дома. А вот самое высокое, что получает охотник, то есть только охотник знает, что происходит с природой, что происходит с человеком, что вообще на высоком подсознании с человеком происходит, когда он находится в одиночестве. То есть открывается как будто третий глаз. Даже это опасно для здоровья, то есть можно с ума сойти. То есть когда тебе откровения открываются, и ты не можешь совместить с обыкновенной жизнью, то есть у тебя как будто помрачение происходит. Это не только мои слова, это я вот и от путешественников, например, от Конюхов, да. То есть вот эти откровения я записываю, меня вот это задевает, что вот, ну, например, наши родители уходят, деды уходят. Ну, почему так вот жизнь устроена, что вот люди уходят, на место них другие появляются, да. Вот как это связать между, ну, как общаться с ними, да, как общаться с ними. И вот, оказывается, они приходят, когда очень думаешь о них, они делают подсказки тебе именно, намеки. Только надо очень четко прислушиваться к этому. Если у тебя какие-то проблемы, ты начинаешь, то есть ты уже как в помощники своих предков берешь. И думаешь, когда о своей проблеме думаешь, и чтоб он тебе подсказал. Понятно. То есть я мысленно хочу, чтобы ты мне помог. Вот, дедушка, ты мне помоги, пожалуйста. И вот бывает, что долго-долго нету, и потом придет откровение. Понимаете? Что вот как поступить, как сделать. Как вы это и Да, вы сразу понимаете? да, я сразу понимаю. И вот прямо уже у меня это переходит в действие. Скажите, пожалуйста, а вот эти откровения, которые к вам приходят, они только там в тайге к вам приходят во время охот, когда вы находитесь где-то там, далеко от людей? Ну, в основном, да, потому что там ничего не мешает, то есть там такая звенящая тишина, вы понимаете. Вот, например, в свое время, да, когда только радио появилось в деревне, или вот электричество, да, вот, а радио особенно я помню. Радио, когда появилось, его провели радио, а мы же не дети, мы не знаем, что это такое, два провода там повели, какую-то коробку на стене. А когда она заговорила, я из дома как сумасшедший убежал. Что оно заговорило, вот эта коробка, понимаете? И не мог домой приходить, когда его включали. Потом только привык. Вот, поэтому вот, когда там в тайге находишься, там звенящая тишина, и то есть ничего не мешает. Это вот интуицией вот этой работать. Поэтому даже идешь по тропе, и вот о чем-то думаешь обязательно. Не такому, что там вот я пойду по пьясу, нет. У нас в Николаеве такого вообще не было. Не знаю, как нас, вот детей, это второго, третьего, четвертого поколения приучили. У нас в мысли всегда было только созидать. Николай Васильевич всю жизнь является созидателем и в своих увлечениях, и в семейной жизни. Мы были очень рады знакомству с Николаем Васильевичем Николаевым, ведь именно такие удивительные люди и делают интереснее мир, в котором мы живем. Мы желаем Николаю Васильевичу, чтобы его музей еще более расширялся и пополнялся замечательными экспонатами, и верим, что так оно и будет.